Итак, сегодня у нас вариант номер 2, байтерек, математика, логика РФМШ. Но мы берем это для подготовки в НИШ и в КТЛ. Так, расположите данные числа А, Б, С в порядке возрастания. А, Б, С сандарн, усу ритмен, орналастранс. Давайте будем и на казахском, и на русском говорить сразу, чтобы оба человека, казахоговорящий и русскоговорящий, чтобы они все поняли. Екеуі де түсіну үшін екі тілде де түсіндіретін боламыз. Так, кеттік. А 4/7 умноженное на 2/8. Ну, 2,8. Здесь сокращается 7 и 2,8. Это будет 0,4. А если вы 4 умножаете на 0,4, это будет 1,6. Б равно 6,5 минус 4,11. Так, у них одинаковые знаменатели. И целые числа сначала минусуем. От 6 целых минусуется 4 целых, будет 2 целых. 13 общий знаменатель. 5 минус 11 это минус 6. Так, если 2 умножить на 13, это будет 26. И еще сверху минус 6 имеется, поэтому 20. 20 деленное на 13 будет. Так. Ну, это можно, в принципе, записать как 1,7, если захотим, конечно. Так, дальше. Вот это нужно сделать. Давайте С найдем именно здесь же. 17 десятых мы оставляем на месте. Умножаем. И сразу давайте мысленно это переводим на неправильную дробь. Это 17 15 будет. А значит умножением пишем как 15 17. 17 и 17 сокращается. 15 и 10 сокращается. Здесь 3. Здесь 2 будет, когда на 5 сокращаем. Так, 3 делим на 2 будет 1,5. Да? 1,6 и 1,5 и 1,7 остается. Спрашивается, как будет в порядке возрастания. Значит, самое наименьшее, конечно, здесь понятно, что вот это будет самое наименьшее. Правильно? С будет самое наименьшее. Значит, ответ не А и не С. И не Е, конечно же. И нужно узнать, что из них больше, 1,6 или 1,7. Так, 1,6 я же могу написать как 1,3, правильно? 1,3, а это 1,7. У них целые числа 1, поэтому мы их можем убрать. И только 3/5 можем сравнить со 7/13. 3 на 13 будет 39. А вот так умножаем, будет 35. А значит 3/5 оказывается больше, чем 7/13. Значит, после 1,5 идет у нас B, а самое наибольшее это А. С, Б, А. Отмечаем вариант D. Окей? Окей. Второе. Смотрите. Я 1/15 оставляю как 1/15. А вот это все могу написать, смотрите, вот так. Типа плюс 1/14 и минус 1/15. Согласны? Плюс, и вместо этого напишу 1/13 минус 1/14. Плюс. Так, дальше у нас вот это все пишется как 1/12 минус 1/13. А вот это все как плюс 1/11 минус 1/12. А вот это все как плюс 1/10 минус 1/11. Так, возможно, вы думаете, откуда я беру здесь минусы. Ну, это, по идее, логичный вопрос. Смотрите, допустим, я сказал, что вот это все, да, вот это можно написать вот так вот. Почему? Так, у них знаменатели 14 и 15. Они взаимно простые числа. То есть они оба делятся на 1 только. Значит, общим знаменателем будет их произведение. Правильно? Значит, общий знаменатель у них 14 умноженное на 15 будет.
И типа, если вот это все поделить на 14, здесь будет 15, а здесь будет 14, правильно? И вы типа от 15 отнимаете 14, и у вас появляется 1. Значит, опять это будет. То есть я правильно сделал? То есть я правильно сделал, да? Так, окей. Все, значит, после того, как вы это поняли, так, вы просто сокращаете. Вот этот плюс 1/15, минус 1/15 сокращается, минус 1/14, плюс 1/14, плюс 1/13, минус 1/13, потом плюс 1/12, минус 1/12. И вот это с этим сокращается. Остается что, оказывается? Просто 1/10. 1/10, вот ответ Б. И все. Третья задача. Ребята собрали 124 яблока, 116 груш и 172 слив. Сколько детей участвовало в сборе урожая фруктов, если каждый из них собрал одинаковое количество яблок, груш и слив? Значит. Так, давайте қазақша тоже прочитаем. Балалар бақтан. Бақ это у нас что? Урожай или сад, правильно? 124 алма, 116 алмұрт және 172 қара өрік теріп алды. Әр баланың терген алмалар саны, алмұрттар саны және қара өріктер саны бірдей болса, жеміс жинауға неше бала қатысты дейді. Аха. Так. Значит, былай ойлаймыз. Бұл жерде бірдей деп тұр. Сондықтан бізге не керек? Здесь говорится, что они собрали одинаковое количество. Каждый из них собрал одинаковое количество. Значит, мы ищем наибольший общий делитель. Общий делитель. Насколько они все делятся, правильно? Так, 124, 116, 172. Для этого нужно сделать вот так вот. 124 разложим на простые множители. На 2 делим 62, еще на 2 делим 31. Все уже, где 31, там заканчивается, потому что 31 это простое число. Да? Дальше 116 делим мы на 2 сначала. Будет сколько? 58. Еще на 2, 29 оказывается. Так? Ну, это 29, 1. Потому что 29 это тоже простое число. 172 берете, делите на 2. Это у нас получится сколько? Ой, 86. Так, еще делим на 2, 43. Это еще простое число. Получается 1. То есть мы что узнали? Что они все делятся на 4. Правильно? Потому что вот здесь есть 2 двойки, здесь тоже есть 2 двойки и здесь есть 2 двойки. И таким образом мы поняли, что они все и 124, и 116, и 172, они все делятся на 4. Not у них 4. Поэтому они... их было 4. Так, қазақша. 124, 116, 172 деген сандарды алдық та біздер ең үлкен ортақ бөлгішін таптық. ЕОБ. Так, осылай жай бөлшектерге жіктедік. Сол кезде барлығы 4-ке бөлінетін болып шықты. Значит, 4 деген жауап бар бізде. Это что означает? Типа 124 это же количество яблок, 124 деген ол алмалар, 116 груш, алмұрттар. Получается, если 124 поделить на 4, легко можно догадаться, что получится 31. Да? Типа 31, 31, 31 и 31. Когда 4 раза, у нас получится что? 124. 29, когда 4 раза, 29, 29, 29 и 29. Тоже получится вот это количество всех груш. 43, 43, 43, 43. Вот. Вот это означает, что они все, что? Собрали одинаковое количество яблок. Дұрыс па? Олардың барлығы әр бала терген алмалардың, алмұрттардың, қара өріктердің саны бірдей болды дейді. Міне. Мынауда терді. Значит, первый мальчик, второй, третий, четвертый. Они все собрали одинаковое количество. И получилось вот так вот. Да? Значит, только нужно сделать что? Not найти и все. Ответ поэтому С. Так, 4-я задача.
Так, что можно сделать здесь? Так, это у нас 1,1/3. И еще x, да, рядом. Давайте возьмем, давайте фиолетовый цвет. И так. Так, это 1,1/3. Барбатун штенбрикс. Равно x просто. У них общий знаменатель будет 1,1/3 x. Это значит, когда мы вот это все делим на это, будет 1. А это все, когда делим на x, будет 1,1/3 уже без x. Правильно? Так. Здесь 2 на 1 будет 2. Минус 1 умноженное на 1,1/3 это 1,1/3. Равно 1/4 пишем. Так. Все, теперь крест на крест умножаем. А вот здесь сколько будет, давайте скажите. Так, 2 минус 1,1/3. Екі бүтінен бір бүтін үштен бірді азайтамыз. Просто үштен екі шығады. Это 2/3, правильно? Да? Үштен екі шығады. Вот это все могу написать как 2/3. Так, вот теперь я умножаю это на это, а вот это на это. Правильно? Правильно. Значит, пишем 2/3 умножается на 4 равно 1,1/3 x умножается на 1. Так? Теперь 2/3 умноженное на 4 равно, это же у нас 4/3 x умноженное на 1. С обеих сторон вот эти тройки можно сократить. Четверки тоже можно сократить. Тогда остается, что 2 равно x. И все, ответ 2. Значит, другой ответ. Так, давайте прочитаем пятую задачу. Ученик в первый день прочитал 25% всей книги, во второй день 60% от того, что осталось после прочитанного, а оставшуюся часть книги в третий день. Сколько страниц книги, если во второй день ученик прочитал на 24 страниц больше, чем в третий? Окей. Так, здесь нужно сделать вот так просто, по порядку. Мы знаем, что он прочитал за 3 дня. Первый, второй, третий делаем. Потом дальше что? Так, ученик в первый день прочитал 25% всей книги. Всего сколько книг, сколько страниц в этой книге, мы не знаем. X страниц, а он прочитал 25%. Значит, это 0,25x будет, правильно? Так, во второй день 60% он прочитал не от всей книги, а от того, что осталось после прочитанного. Когда он первый день прочитал 25%, значит, он оставил 75%. От этого 60% прочитал во второй день. 0,60. А значит, 40% от того, что осталось, да, от 0,75x прочитал, значит, он на третий день. Так, понятно же, да? Вот 60%, если он от того, что осталось, прочитал во второй день, 40% остается остатка. А это то, что в первый день было прочитано. Так, сколько страниц в книге? Спрашивается, если что? Если во второй день, это же вот это, он прочитал на 24 страниц больше, чем в третий. Это оказывается больше, чем это. Ну, понятно, что 0,6 умноженное на 0,75x больше будет, чем 0,4 умноженное на 0,75x. Еще я могу сказать вот так, что это будет больше, чем это на 0,2 умноженное на 0,75x. Правильно? Да? А это оказывается равно 24. Вы поняли, почему здесь 0,2 именно? Потому что 0,6 больше, чем 0,4. Вот настолько именно. Да? Так. Если просто без запятых подумать, это не 0,2, это 2, допустим. А это 0,75. Так. Это 75 просто. 2 на 75 умножаете, сколько будет у вас? 2 на 75. Это 150 будет. Да? Но у вас после запятой 1, 2, 3 цифры. Поэтому мы... Ну, или давайте вот так сделаем просто. X равно пишем. Здесь 24 стоит. А вот это то, что умножается на x, оно все переходит в правую сторону как деление.
Типа на 0,2 делим и на 0,75 делим. Равно. Так? Так, после запятой сколько цифр? 3 цифры. Значит, мы 2 пишем умноженное на 75. Сверху будет после 24 мы добавляем 3 нуля. Да? 24 тысячи как будто. Это и вот это сокращаю. Будет 12 тысяч. 12 тысяч и 75 сокращаю. На 3 можно сократить. Здесь будет 40. А, нет, 4000. А здесь на 3 сокращаю, будет 25. Так? Я знаю, что внутри 1000 имеется 40 раз 25. А внутри 4000 уже в 4 раза больше, чем 40 раз 160. Это ответ 160D. Шестая задача. Периметр прямоугольника 56, отношение его длины к ширине 4 к 3. Так, отношение его длины к ширине. Так, прямоугольник представляем. И длина относится к ширине. Значит, длина это 4х, ширина 3х, правильно? Так, периметр 56. Периметр выходит когда у нас? Когда мы а плюс b умножаем на 2. Это только тогда, когда прямоугольник а плюс b умножаем на 2. Хорошо? Типа, когда вы треугольника периметр находите, нельзя там говорить, что вы все прибавляете и умножаете на 2. Да? Знаете же почему? Потому что у нас здесь две длины и две ширины. Поэтому вы просто одну длину и одну ширину прибавляете и делите, умножаете потом на 2. Когда треугольник, когда пятиугольник, там нельзя так делать. Просто все стороны прибавляете и все. Так. В качестве А это 4х, это длина. В качестве Б берем 3х, это ширина. Умножаем мы на 2, тогда выходит А плюс Б умноженное на 2, это по формуле периметр. А здесь вам периметр дается как 56, правильно? 4 плюс 7 это будет... 4х плюс 3х это 7х. 7х умноженное на 2 это будет 14х. Равно 56. Отсюда выясняется, что х оказывается равняется 4. Так, если 4 это х, значит 3х это ширина. Это по сути 12 тогда будет, так? Вместо х вы ставите 4. А здесь будет как? 4 на 4 умножаете, 16 будет, правильно? И все. Мы длину нашли, 16, ширину нашли, 12. И все. Чтобы найти S, площадь, вы длину умножаете на ширину. Так, 16 на 10 это 160. 16 на 2 это 32. Итого будет 192. Ответ Б. Давайте быстро-быстро спидран теперь. Масса арбуза, дыни и тыквы. Так, арбуз дается, дыня дается и тыква дается. 27 это вместе, значит. Арбуз тяжелее дыни на 3 килограмм. Отношение массы дыни к массе тыквы равно 3 к 2. Дыня относится к тыкве как 3 к 2. Значит 3х и 2х, так? А арбуз оказывается еще тяжелее на 3 килограмм, чем дыня. Чем это на 3 килограмма тяжелее, это значит 3х плюс 3 будет. Так? А это 2х. Все, когда мы прибавляем, у нас получится 27. Окей, пишем. 3х плюс 3х, это будет 6х. Плюс еще вот этот 2х, это дает нам 8х. Плюс 3 еще есть. Равно, пишем 27. Значит, 8х оставляем. Плюс 3 перейдет сюда. Как минус 3 будет 24. Х тогда выходит, что это 3. 24 мы делим на 8. Тройку теперь ставим вместо х. Тогда 2х это будет 6. 3х это будет 9. А это на 3 больше, чем это 9. Поэтому 12 получится. Спрашивается, найдите массу тыквы. Тыква весит 6. Ответ С. Задача номер 8. Упростите выражение и найдите его значение. Так, өрнекті ықшамдап және оның мәнін есептеңіз. Вот вам дается А, Б. А және Б-ның мәндері берілген. Сразу оларды барып қоя салуға болмайды.
Типа, булат, по идее, брак. Не надо. Хорошо? Вы умножаете вот это на это. По очереди просто. Минус 2 умножаете на минус а. Минус на минус будет плюс. 2 на а будет 2а. Минус 2 на плюс 5. Сначала вы знаки умножаете. Минус на плюс. Минус 2 на 5. 10. Минус 2 умножается на минус b. Будет плюс 2b. Все ясно, наверное? Перед скобкой следующей стоит минус. Минус на минус 3 будет просто плюс 3. Минус на минус 2а будет плюс 2а. Минус на плюс b будет минус b. И стоит в конце минус 4b. Теперь упрощаем вот таким вот образом. Вот это 2а и вот это 2а. Они дают нам 4а. Так, плюс 2b минус b. Это у нас будет просто b. И еще минус 4b имеется. Поэтому минус 3b будет. И дальше минус 10 плюс 3. Это минус 7. И остается у нас вот такое вот выражение. Теперь вы вместо а можете смело поставить 1,4. Тогда 4 умноженное на 1,4 минус 3 умноженное на 0,9 будет. Минус 7 равно 4 умножаете на 1,4 будет 5,6. 3 умножаете на 0,9 минус 2,7. И минус в конце 7. Так? Так, почему здесь 7? А, да, минус 7, правильно. Дальше. Итак, 5,6 минус 2,7. Это будет 2,9. А когда мы от 2,2 минусуем 7, тогда наоборот отнимается от 7 вот это. Будет 3,1, но с минусом будет. Так, такого ответа у нас нет, но есть другой ответ. Басқа жауап шығады. Здесь не 3,1 с минусом, а 4, вот это мне казалось там как 3, оказывается 2,9, да, получилось здесь. 2,9 минус 7 это, да, минус 4,1. Ну, по-любому у нас ответ Е. Задача номер 9. Найдите по рисунку отношение площади закрашенной части фигуры к площади незакрашенной части квадрата. Суреттегі шаршының боялған бетінің ауданы боялмаған бет ауданының қандай бөлігін құрайды? Так. Смотрите, как можно быстро сделать. Так, возьму-ка я сейчас здесь, давайте красный цвет такой. Если провести вот такую вот линию, да, осындай сызық жүргіземіз. И осындай сызық жүргіземіз. И получается осындай сызық жүргізейік. Осындай сызық жүргізейік. Так, тағы да осындай сызық жүргізейік. И осындай сызық жүргізейік. И получается мынаны екіге бөлейік осылай. Мынаны екіге бөлейік осылай. Мынаны екіге бөлейік осылай. Мынаны да екіге бөлейік. Так, теперь скажите мне, здесь все одинаковые треугольники, правильно? Да? Вот этот треугольник, допустим, черный. И вот этот треугольник. И вот этот треугольник. Они все одинаковые, правильно? Да? Сколько здесь треугольников черных? Раз, два, три, 4. С этим 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, снизу тоже 10, правильно? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, закрашенных 10 треугольников. Правильно? Мы типа поделили их на одинаковые треугольники и считаем уже количество. А незакрашенных раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, незакрашенных 12 всего. А ой, закрашенных 20 же, да? 20. 10 сверху, 10 снизу. Так, а незакрашенных получилось 12. Получается, мы 20 делим на 12 и все просто.
они сокращаются на 4, будет 5, деленное на 3. Ответ А. 10-я задача. Клиент положил на счет в банке 2 миллиона тенге и через год получил 2 миллиона 260 тысяч. Найдите годовой процентный прирост суммы денег, положенный на счет. Так, смотрите, 2 миллиона, а потом стало 2 миллиона 260 тысяч. Значит, насколько увеличилось в тенге? Значит, на 260 тысяч тенге. А вот это, какой процент составляет от изначальных? 260 от 2 миллионов тенге. Сколько составляет? 260 тысяч для этого нужно поделить на 2 миллиона. Так. Здесь у нас 4 нуля и 4 нуля уходит. 26 двухсотых это как 13 сотых будет. Умножаем мы на 100, чтобы процентное значение найти. 100 и 100 сокращается, конечно же это 13% будет. И все, в принципе, ответ Б. Задача номер 11. К какому промежутку принадлежит число S? Так, 4,3 умноженное на 1,6 плюс 1,4. Так, егер S мынаған тең болса, онда қандай бүтін сандардың арасында жатыр дейді. Так, вот это давайте поменяем на неправильную дробь. Будет как 23 пятых, а вот это у нас 1,6, либо 16 десятых. 16 десятых я могу написать как 8 пятых, правильно? Так. Или давайте я вот 4,3 сразу напишу как 4,6. Можно же? Умноженное на 1,6. Я потом сразу просто умножу 4,6 на 1,6. Так, здесь 6 будет. 36, 3 в уме. Здесь 24, 3 в уме 27. А здесь 6, здесь 4 будет. 6, 3, здесь 7. Запятую ставим. Так, здесь одна цифра, здесь одна цифра. Значит, мы ставим сюда запятую, чтобы после запятой было 2 цифры. Так. И все, значит, я 7,36 нашел. Это вот здесь вот получается. И потом плюс есть еще 1,4. И сколько будет это? 8,76. Правильно? Вот такой вот ответ. 8,76 где находится? Между какими числами? Конечно же, между 8 и 9, правильно? Міне, так, біздер не істедік сонымен қазақша айтып жіберейін. 4,6-ға айналдырдық мынаны ондық бөлшек түріне. Сосын оны 1,6-ға осылай неменен, бағанменен көбейттік та. Сосын 1,4-ті қостық. Қосқан кезде 8,176 шықты. 8,176 деген санымыз, ол 8 және 9 деген сандардың арасында жатыр. Болды. Задача номер 12. Так, решаем каким образом. Знаете, можете умножать на общий знаменатель, можете просто крест-накрест умножать. 2х плюс 3 умножается на 8, да? Ну или, смотрите, да, с обеих сторон как будто вы умножаете на 40. Общий знаменатель 40 же. Тогда 40 и 5 сокращается, остается 8. Вот это берете в скобку обязательно. 40 и 8 сокращаете, будет здесь 5. Обязательно берете в скобку. Теперь умножаете 8 на 2х, 16х. 8 на 3. Ой, на 3, вот так. Плюс 24. Больше чем. 5 на х будет сколько? 5х. 5 на 4 будет минус 20. Дұрыс па? Дұрыс. Так, біздер ортақ бөліміне көбейттік 40-қа. 40-қа көбейткеннен кейін не істедік? Осылай мына жаққа 8 дедік. Мынау өрнек болғандықтан жақша қалдық. Мына жерде де жақша қалдық. Міндетті түрде алу керекпіз. Обязательно нужно взять скобку, потом только умножать. А то без скобки как будто 8 умножается только на 2х и все. Так, енді мына 16х-ті осы жаққа жазамыз. Мына 5х мына жаққа минус 5х болып келеді, дұрыс па? Мына жақта сонда минус 20 қалады ғой. А мынау еще минус 24 болып келеді, дұрыс па? Сонда мынау 11х болады, үлкен минус 44 болады. Х-ті табу үшін минус 44-ті 11-ге бөлеміз, значит минус 4 болады. Если вы отрицательное число делите на положительное, то у вас не меняется. А если вы делите на отрицательное число, у вас меняется вот этот знак на противоположное. Знаете, да? Допустим, если у вас будет минус 11х больше, чем 44, тогда, когда вы оставляете х, это меняется вот так. Потому что вы собираетесь положительное число, ну, без разницы, по идее, положительное или отрицательное. Факт в том, что вы делите на отрицательное число,
уже меняет неравенство на противоположное. Но так у нас не так же, да, стоит. Поэтому у нас ответ вот такой вот. Х больше, чем минус 4. Такого ответа нет, видите? Ответ Е, значит, будет. Специально они вас путают. Видите, вариант А поставили с другим знаком. И чтобы вы сомнения держали какое-то. Задача номер 13. Решите систему неравенств. Так, первое. Мы умножаем здесь на 12 все. И даже вот эту двойку. Когда вы х, деленное на 6, умножаете на 12, там 12 и 6 сокращается же, остается у вас 2 умноженное на х, значит 2х. А когда вот это умножаете на 12, у вас остается 3, и сверху х останется, будет плюс 3х. Правильно? Здесь 2 умножается на 12, будет 24. Значит, 5х меньше, чем 24 будет. Х, значит, меньше, чем 24 делите на 5. Это 4,8. Все правильно? Все правильно. Теперь вот здесь. Единицу мы слева оставляем. А вот этот минус 1/2 х перейдет в правую сторону как просто 1/2 х. И теперь вы как будто с обеих сторон умножаете на 2. Это умножаете на 2, будет 2. А вот это, когда умножаете на 2, 2 и 2 сокращается, останется только х. То есть у вас получится, что х меньше, чем 4,8. Да? А еще х меньше, чем 2. То есть на координатной прямой, смотрите, есть точка 4,8, которая не закрашивается. А есть еще здесь точка 2, которая тоже не закрашивается. Х меньше, чем 4,8. Меньше это вот эта сторона. И еще что? Х меньше, чем 2. Вот эта сторона. Так как это система, да, они связаны, значит, мы в качестве ответа берем общий ответ. Общий ответ это где они стыкуются. Стыкуются они вот здесь вот, правильно только? Общий ответ это значит от минус бесконечности до 2, поэтому ответ будет вот. Это у нас что? Это у нас С, да? И все. Смотрим на 14-ю задачу. На координатной плоскости точка А симметрична точке Б относительно начала координат. Запишите координат точки А. А нүктесі минус 4 минус 6 нүктесі болатын Б-ға координатлар басына қарағанда симметриялы. А нүктесінің координаталарын көрсетіңіз. Так, давайте я возьму вот это. Координатная плоскость. Вы же знаете, да, вот это первое, то, что я вот так горизонтально сделал, это ось X, а это ось Y. Второе. Вот это X, а вот это Y. Здесь B есть минус 4 на минус 6. Сначала вам дается значение X, потом значение Y. Правильно? Так, давайте я сейчас сделаю еще раз вот так. И с бандикама удалю все. Так, давайте возьмем вот так. Так, здесь есть минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Минус 4 по x, а потом минус 6 это по y. Значит, назад, а вниз спускаемся на 6 значений. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это минус 6 по y, правильно? Значит, вот эта точка как раз будет точкой B. Поняли? Эта точка B именно с координатой минус 4 по x и минус 6 по y. И смотрите, на координатной плоскости точка А симметрична точке B. Относительно чего написано? Относительно начала координат. А начало координат это 0 же, вот эта точка является началом координат. Получается, мы если проведем линию вот такую вот линию, если проведем, точно через столько же вот здесь будет симметричная точка
к точке B относительно начала координат. Поняли? Вот это как вы думаете, как будет по x и по y? По x это сколько будет вот здесь? Будет 4 только. Вот здесь будет просто 6. По x 4, по y 6. Это значит, точка А будет с координатой 4 на 6. Ответ поэтому B. Так, келесі 15-ші есеп, 15-та задача. 3-тен 1 азайтылған 4-тен 1-ді көріп тұрсыңдар, да? 3-тен 1 азайтылған 4-тен 1, мына 3-тен 1 азайтылған 4-тен 1, 3-тен 1 азайтылған 4-тен 1 и так далее 12 рет деп тұр, да? Осылар 12 рет. Значит, оның біреуі нешеге тең екенін көрейікші ал. 3-тен 1-ден 4-тен 1 азайтып отқанда екеуінің ортақ бөлімі 12. У них общий знаменатель это 12. 12 вы делите на 3, будет 4, а здесь будет 3. Ну, точно так же, как и во втором задаче, правильно здесь выполняется? Так, 4 минус 3 делаете 1. Значит, 1/12, вот здесь тоже 1/12, вот здесь 1/12, 1/12 и так раз. Итак, 12 раз получаем 1, значит, потому что 1/12 12 раз, это значит 1/12 надо умножить на 12. Так, все понятно, ясно, ответ А. 16-я задача. В составе сплава содержится 41,4 грамм серебра. Что составляет? Это уже деление, да? Что составляет 0,45 сплава? Остальное другие металлы. Найдите массу других металлов. Так, когда говорится, что вот это составляет 0,45, мы, значит, 41,4 будем делить на 0,45. Так, после запятой. Здесь одна цифра, а здесь две цифры. Убираем запятую только после того, как количество цифр после запятых соответствует. Сюда нужно, значит, добавить нолик, чтобы количество цифр соответствовало. Теперь, когда мы добавили нолик, здесь две цифры и здесь две цифры. 4140 будет, здесь 45 будет. И все. Так, они оба сокращаются на 9. Потому что я вижу, что 4 плюс 1 плюс 4 это 9 же. И плюс 0 еще. Это делится на 9. Значит, это 4140 тоже делится на 9. По 41 берем. На 9 делим. Это будет внутри 36 делится на 9 будет 4. Потом 36, если убрать от 41, остается 5 остаток. С четверкой будет 54. Делим на 9 будет 6. И 0 пишем. А 45 делим на 9, это будет 5. Значит, по 46 берем, на 5 делим. Внутри 46 делится 45 на 5, будет 9. Так, один остаток, с ноликом будет 10, на 5 делим будет 2. 92 грамма это все. А из них составляет серебра 41,4. Теперь от количества всего металла 92 мы отнимаем серебро 41,4. Это будет 50,6. Это такой ответ есть, имеется. С отмечаем. 17-я задача. Очень легкая. Можно догадаться сразу, что ответ будет D. Почему? Потому что если вы поставите сюда минус 2, ну, из модуля выйдет по-любому 2, но с этим минусом по-любому минус 2 будет. Сюда вы поставите минус 2, из модуля выйдет как 2, и умножается оно на минус 4, будет минус 8. Как раз они дают нам минус 10, который при сложении с 10 дает 0. Точно такая же ситуация будет с двойкой. С тройкой нет, не будет такого. Поэтому ответ только D. 18-я задача. Вот этот знак, знак перпендикулярности. Это означает, что между АЕ и СО 90 градусов. Вот вы видите АЕ, вот СО. Значит, между ними сколько градусов? 90 градусов. 90. С этой стороны тоже 90. Так. Теперь. АОД 120. АОД. Это вот это значит 120. Вот это. Правильно?
вот это 120, это значит DOE это от 180. Вы вот этот 120 отнимаете. DOE сколько будет? DOE будет 60 градусов. Потому что вот это все вместе 180 же, да? Развернутый угол. Вы от 180 отнимаете 120. 120, когда отнимаете, у вас 60 градусов остается. Все понятно, я думаю. BOC 55 градусов. Вот это 55 градусов. Так? А еще вот здесь 90 же. Значит, к 55, к вот этому. Сколько не хватает до 55? Не хватает 35. Значит, вот этот остаток это 35 градусов. Так? Это значит, мы узнали АОБ это 35. ДОЕ 60. Как раз... А, нет, теперь спрашивается что? Смотрите, ДОЕ, если это 60, СОД, вот это сколько будет? Это будет 30. Потому что, чтобы получилось вот это и вот это, 90 получилось, к 60 нужно добавить 30. Правильно? Так. СОД это 30, а ОБ это 35. Всего будет 65, ответ А. 19 задача. Решите неравенство и найдите количество целых решений. Теңсіздіктің бүтін шешімдерінің санын анықтаңыз. Так. Вместо x, что я могу поставить? Самое наибольшее. Наибольшее. 3. 3 можем поставить. А четверку не можем поставить? Нет, потому что это уже... Нет, потому что это Четверка. строго. Да, строгое неравенство здесь. Если вы четверку поставите, из модуля выйдет как 4. 4 меньше, чем 4, это неправильно. 3 можете поставить. Значит, 2 можно поставить. 1 можно поставить. 0. Минус 1 можно поставить. Минус 2 можно поставить. Минус 3 можно поставить. Минус 4 нельзя. Потому что минус 4, если поставите, так же, как и в 4, у вас не выйдет, правильно? То есть вы сколько целых поставите? 7 всего. Ответ С. 20 задача. Смешали 2 солевых раствора. Масса первого 600. Давайте сразу напишем. 600 грамм масса первого. Концентрация соли в нем составляет 20%. 20% диген это значит 0,2. А 0,2 это значит 1/5. Правильно? 20% это 0,2. 0,2 это 1/5. Значит, достаточно просто поделить на 5. 600 делим на 5 сколько будет? 600 делим на 5 будет 120. Да. Это означает, что внутри первого раствора 600 граммового имеется 120 грамм соли. Оставшиеся 480 грамм это вода. Концентрация. Так. Масса второго 360 грамм. В нем концентрация соли составляет 40%. 40% это значит 0,4, правильно? А 0,4 это значит 2/5. Это же 0,4, правильно? И теперь смотрите, 2/5 умножьте на 360. 360 умноженное на 2/5 сокращается вот так будет. Здесь 72. 72 на 2 будет 144, правильно? Это означает, что 144 это что? Масса соли во втором растворе. Когда мы смешиваем вот эти вот два раствора, масса первого и масса второго, они объединяются, и будет у нас новая масса 960 граммов. Правильно? А внутри у первого есть 120 грамм, а у второго имеется 144 грамма соли. Мы их прибавляем и получаем 264 грамма соли. Так? Это мы должны поделить и умножить на 100%. Ясно? Так, нолик. И вот здесь один нолик можно убрать. Так, это поделится ли на 96? Так, Нет, по 3 нельзя. Правильно? По 3 больше будет. По 2, 108, 192 будет.
Так, давайте поделим просто, сократим сначала, давайте на 2, не будем мучиться, просто 1, 3, 2 будет, да, когда на 2 делим. Это когда на 2 делим будет 48. Еще давайте на 2 поделим, будет 66, так? А здесь на 2 делим 24. И сокращаем на 6, будет 4, а здесь 11. Так? Теперь 10 и 4 можно сократить, здесь будет 5, а здесь будет 2. Тогда сколько? 11 на 5 это 55. Снизу только 2 будет. 55 делим на 2, это как раз что? 27,5% будет. Какой ответ имеется? Ответ Б. 21 задача. Найдите неизвестный член пропорции. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз. Так, для того, чтобы x найти, мы это на это умножаем и делим на вот это. Значит, пишем сразу x равно 4 девятых умноженное на 2,4. И мы делим на 8 третьих. Значит, умножаем на 3 восьмых. 2 и 4 и 8 сокращается. 0,3 будет. 3 и 9 сокращаем. Здесь 3 будет. 3 и 0,3 когда сокращаем. Здесь 10 будет. 4 десятых остается. Это как раз 0,4. Ответ D. X-ті табу үшін мына екеуін бір-біріне көбейттік та, мына 3-тен 8-ге бөлдік. 3-тен 8-ге бөлу, значит ол көбейту 8-ден 3 деген сөз. Қысқарттық. Дұрыс па? Қысқартуды орындап 0,4 деген санды таптық. Болды жауап D. Токарь, делая по 112 деталей в час, изготовил все детали за 5 часов. Значит, по 112 деталей 5 часов работал. Если он будет делать по 70 деталей, значит это количество мы будем делить на 70, то за сколько часов изготовит все детали? Сокращаем 75, будет здесь 14. 112 мы делим на 14. Это будет ровно 8. Ответ С. 23 задача. Автобус, скорость которого 80 км в час, проехал некоторое расстояние. Заново читаем. Автобус, скорость которого 80, проехал некоторые расстояния за 4,5. Значит, мы скорость 80 будем умножать на 4,5. За сколько часов автобус проедет такое же расстояние, если скорость увеличить на 10 км в час? Значит, мы уже будем не 80 держать, а 90, на 10 больше. Так, здесь при делении, смотрите, можно вот эти нолики сократить, да? Тогда 9 и 4,5 сокращается, здесь будет 2. 8 мы делим на 2, будет 4 часа. Так, здесь такого ответа нет, ответ Е. 4. 24 задача, внимательно читаем, найдите половину произведения корней уравнений. Нужно найти корней. Нужно найти потом произведение и половину. Чтобы 0 получилось, вот внутри 0 должен получиться. А чтобы здесь 0 получилось, вот здесь вот должен стоять 4. Правильно? Да. А чтобы из этого модуля получилось 4, внутри вместо x должен стоять либо 4, либо минус 4. То есть мы корни нашли, минус 4, либо 4. Только в этих вот двух случаях, если x будет равняться либо 4, либо минус 4, тогда вот из x, из модуля выйдет как 4 же, да? А 4 минус 4 будет 0. Только в этих вот двух случаях выйдет 0. Да? Значит, корни уравнения это 4 минус 4. А произведение это что? Произведение это умножение, правильно? Умножение 4 на минус 4 умножаем. Будет минус 16. А нам необходимо найти еще половину. Половина от минус 16 это минус 8. Такого ответа нет. Значит Е. Другой ответ. Типа, если написано будет найдите просто произведение корней, тогда 16 минус будет. А здесь половину корней. Половина от минус 16 это будет минус 8. Ответ минус 8 по идее, да? Такого же нет, поэтому отмечаем Е. Моторная лодка отплыла от пристани в 8 часов со скоростью 10,6 км в час. Через час
это значит в 9, вышел катер со скоростью 15,9 км в час. И уже вы должны типа представлять мысленно картину происходящего. Это типа пристань, вот здесь вот сначала отплывает кто? Моторная лодка. И когда через час, вот написано, да? Через час, это значит уже вот эта лодка, когда находится вот здесь вот и направляется в эту сторону, только тогда вдогонку выходит катер. Вот отсюда, правильно? Типа, получается, моторная лодка за 1 час вот здесь вот со скоростью 10,6 уже проехал 10,6 километров. Мы вот эту скорость будем умножать на время, на 1 час, тогда 10,6. Это означает, что за час, вот за вот этот час, первая вышедшая моторная лодка проплыла уже 10,6 километров, уже на расстоянии 10,6 от первоначальной пристани, правильно? Лодка здесь, а потом катер здесь. Теперь у катера скорость 15,9 же, да? А у этого скорость 10,6. За какое время катер догонит моторную лодку? Так, у катера скорость больше, чем у моторной лодки. На сколько? На 5,3, правильно? А между ними расстояние 10,6. Значит, расстояние нужно поделить на разницу скоростей. Разница скоростей 5,3. Как раз выйдет просто 2 часа. Значит, через 2 часа догонит. И все. 26. Сторона квадрата больше 4,5 сантиметров, но меньше 6 сантиметров. Оцените периметр квадрата. Так, периметр квадрата это у нас просто 4 сторон, правильно? 4 одинаковых сторон. Потому что квадрат это равносторонний прямоугольник. Поэтому, если одна сторона больше, чем 4,5, это умножаем на 4, сколько будет? 4 на 4 умножаем, будет 4 на 4 это 16, потом 0,5 на 4 это 2, значит 18. Периметр будет больше, чем 18, но меньше, чем 24. Это умножаем на 4 же, правильно? Будет 24. Значит, периметр между 18 и 24. Такого нет, отмечаем Е. Это очень легко, просто делается. 27-я задача. Вчера число учеников, присутствующих в классе, было в 7 раз больше числа отсутствующих. Кеше сабаққа келген оқушылардың саны келгендердің сабаққа келмеген оқушылар санынан 7 есе үлкен болды. Так, типа пришли и не приходили, правильно? Кто не пришел? Так, пришли. Допустим, вчера это было в 7 раз больше, кто присутствовал. Значит, пришли 7х, не пришли х, правильно? Вчера. Сегодня не пришли еще 3 ученика. Значит, х минус 3 же, правильно? Значит, сегодня не пришли эти минус 3. Это же из тех, кто вчера пришли же, правильно? Не пришли. Значит, х плюс 3. А здесь пришли, значит, 7х минус 3 будет. Присутствующих уже будет на 3 меньше, а не присутствующих на 3 больше будет уже. Из-за того, что не пришли еще 3. И оказалось, что отсутствует, это вот эти вот, правильно? 28% от числа учеников, присутствующих в классе. Значит, это оказывается 28% от этого. Как это написать? Значит, 0,28 это 28% от 7х минус 3. Это и есть х плюс 3. Правильно написал? Вот смотрите. И оказалось, что отсутствует 28% от числа учеников, присутствующих в классе.
Значит, сегодня это же x плюс 3. Отсутствующих это 28%. Это 0,28 умноженное на 7x минус 3. Потому что из тех, кто присутствует, это те, которые отсутствуют. Если решить это уравнение, так, как бы сделать? 0,28 давайте умножим тогда на 7х. Так, тогда будет 1,4, потом 56, 1,96 будет здесь. Потом 0,28 на минус 3 умножается, минус 0, сколько будет? 84 будет. Равно x плюс 3. X перейдет вот в эту сторону, будет 0,96x, потому что с минусом перейдет. А минус 0,84 множака перейдет как плюс 84. 3,84 будет. Так? X, чтобы найти, мы это делим на это. После запятой здесь две цифры и здесь две цифры. Значит, можно просто 384 поделить на 96. Это что? Это будет 4 ровно. Правильно? Это будет 4. Значит, это вчера не пришли четверо. Сегодня... вчера пришли в 7 раз больше. Это сколько? 28. Значит, в классе всего сколько? Вчера 28 не пришли. Пришли и четверо не пришли. Это означает, что в классе всего имеется 32. Это 28 плюс 4 в сумме. Правильно? 28-я задача. В двух цистернах было поровну воды. Допустим, в первом x, значит. А так как поровну, во втором тоже x. Когда из первой цистерны взяли 62 литра воды, значит, в первой уменьшилось настолько. А из второй 8 литров, из второй минус 8 сделали, то в первой цистерне оказалось в 4 раза меньше, чем во второй. Это меньше в 4 раза, чем вот этот. То, что меньше, мы умножаем на 4, чтобы они приравнялись, правильно? Да? Оно меньше в 4 раза, значит мы наоборот, если умножим на 4, будет равны они. Сколько литров воды было в каждой цистерне в начале? Значит, x спрашивается. Так, здесь мы раскрываем скобку. Будет 4х минус 248 равно x минус 8. Правильно? X перейдет в эту сторону к 4х как минус. Будет тогда 3х. А минус 8 встречает этого как плюс 248. Тогда будет просто 240. Потому что минус 8 плюс 248 это 240. Значит, x равен 80 литров. 240 деленное на 3 дает нам это. Ответ А. Задача номер 29. Решите неравенство. Так, когда нам неравенство дается, мы сначала берем вот так. Ну, или вы можете сразу вот так сделать. Смотрите. 1 минус 2х оставляете. С этой стороны у вас 7 же, да? И просто с этой стороны минус 7 делаете, и все. Теперь минус 2х оставляете. Вот эта единица, он же плюс 1, переходит в эту сторону как минус 1 будет 6. И когда в эту сторону будет минус 1, это будет минус 8. Потому что минус 7 и минус 1 это минус 8. Теперь мы все делим на минус 2, дабы чтобы здесь получилось х. Поэтому эти меняются, правильно? На минус 2, когда делим, будет 4. На минус 2, когда делим, будет минус 3. Теперь х больше, чем минус 3, но меньше, чем 4. И еще они оба закрашиваются, так как у нас с обеих сторон не строгое неравенство. Минус 3 и здесь 4. Между ними х находится. Так? Поэтому ответ от минус 3 до 4. Ответ С. Сколько осей симметрии имеет данная фигура? Суретте көрсетілген фигураның неше симметрия өсі бар? Так, симметрия. Ось симметрии это означает, что вы
значит, должны сгибать вот эту вот фигуру, чтобы получилось с обеих сторон одинаково. Допустим, смотрите, вы можете вот так сгибать, правильно? Сейчас так, возьмем маркер и вот так. Вот так вы можете сгибать, правильно? По этой линии. Значит, это первая ось. Если вы сгибаете вот по этому месту, у вас эти две стороны прям друг на друга ляжут, правильно? Ровно будет. Так, а еще вы можете сделать вот такой вот сгиб вот с этого вот места, правильно? Значит, только два. Так? Если вы, допустим, вот так вот сделаете, они же прям неровно будут, правильно? Или ровно будут? Или ровно будут, да? А, ровно будут. Если вот так вот сделаете, типа, вот так вы сгибаете, сейчас мы проверим тогда. Поэтому, ну, мы только что проверили, оказывается, вот эти вот линии, если по этим линиям сгибать, то несимметрично будут. Это значит, не одинаковые стороны будут. Если прям ложить друг на друга, они не ложатся. Поэтому только два ося имеются, правильно?